Этот сход граждан, как, впрочем, и все предыдущие, для сельчан проходит в небольшом актовом зале 9-й Гамурзиевской школы. Но совсем скоро все культурно-массовые мероприятия будут проводить в новом Доме культуры. Это одна из главных новостей сегодняшнего собрания. ДК начнут строить в этом году, ведут эксплуатацию в 2020-м. Что касается о наболевших вопросах, первыми свой озвучил педагогический состав учреждения. Как учителю этой школы мне очень хочется, чтобы школа выглядела самой красивой, потому что на фоне новых школ внешне видно, школа чуть поблек за время существования. Мы очень стараемся, двор у нас очень красивый, много цветов, зелени, сирени, все пахнет, благоухает весной. Но нам надо отремонтировать крышу в этом году, ограждение благоустроить нашей школы. Такие пожелания. Внешнее благоустройство школы волнует не только педагогический состав. Этот вопрос на сходе озвучил заместитель главы Назранской администрации Магомед Бекмурзиев. Он отметил, что решать его нужно по линии Министерства образования и науки региона. Вы должны апеллировать к своему руководству, к министру образования Республики Ингушетия. Еще один вопрос прозвучал от жителя села Абуизита Картоева. Глава администрации отметил, проложить тротуар планируют уже в этом году, но перед этим там пройдут работы по ремонту водопровода. Асфальт обла чутлиха с 400 диаметров трубы отчел это ж опять вымелдал в стороне еще. А в стороне юлгиатс по центре марка юлгиатс в стороне дехеси цанвара канализации юдвы дехвара водопровод. К слову, прокладка водопровода и реконструкция запланированы еще на нескольких улицах Гамурзиева. Также в этом году при поддержке федерального центра в селе в районе новостроек начнется строительство первого детского сада на 220 мест. У нас в округе садика нет. Все наши дошколяты в городе в разных садиках. И у нас в районе новостроек там около 500 с лишним, где-то до 600 домов и семей там очень много. И им приходится ездить в другие округа, чтобы детей своих, чтобы отдать в садик. В свою очередь, местная власть озвучила проблемы, которые под силу решить самим жителям. Оплата коммунальных платежей и санитарное состояние села. В частности, речь шла об уборке кладбищ на федеральной трассе Кавказ. Также представитель Назрановской администрации рассказал о ряде мероприятий, запланированных в этом году. Мы довели до населения, что в этом году должны состояться муниципальные выборы. В этом году должна пройти перепись населения. В этом году вводится цифровое телевидение в Республике Ингушетия. Это вопросы, которые буквально касаются каждого дома, каждого жителя Республики Ингушетия. По этим направлениям назначены ответственные лица, назначены сроки проведения этих мероприятий. И в дальнейшем мы будем информировать население, совместно с населением работать для того, чтобы на высоком уровне провести данные мероприятия. Такие исходы граждан, представителями Назрановской администрации, различных учреждений и главой селения Гамурзиева проводятся ежеквартально. По словам всех собравшихся, они помогают не только рассказать о предстоящих преобразованиях и новостях села, но и поделиться наболевшими проблемами с местной властью и постараться решить их в кратчайшие сроки. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.